докторам доверяем, на прием к ним приходим с надеждой. А сегодня мы вас поздравляем, всех, кто белые носит одежды. Благодарны мы вам бесконечно, медицинской науке светила. В этот праздник желаем сердечно, чтобы здоровье у вас самих было. Добрый день, дорогие друзья! Каждое третье воскресенье июня в нашей стране отмечается профессиональный праздник медицинских работников. Нет в мире более почетной профессии, чем врач. Во все времена люди, стоящие на страже здоровья, пользовались особым уважением. День медицинского работника отмечают не только врачи и медсестры, но и все специалисты, без чьей помощи не обошлась бы медицинская наука. Труд медработников – это высокое служение во имя и на благо людей. Медицинские работники самоотверженно охраняют величайшие ценности, дарованные человеку – его жизнь и здоровье. Ежегодно в этот замечательный праздник коллектив клуба «Шамшырак» и участники художественной самодеятельности выезжали с поздравительными концертами в медицинские учреждения нашего города, такие как наркологический центр, военный госпиталь, глазной центр и другие. В каждом из этих учреждений мы выступали перед медработниками и их пациентами. В этом году, в связи с пандемией, у нас нет возможности ставить большой содержательный концерт перед представителями этой благородной профессии. Но поскольку мы работаем с инвалидами по зрению, хотим поздравить коллектив учреждения, с которыми мы непосредственно связаны, коллектив офтальмологической клиники «Микрохирургия глаза». Добрый день, Арман Турсунович. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время для нашей встречи с вами, хотя мы уже знакомы с вами давно, но вот сегодня выпал такой случай, и мы с вами встречаемся. Вначале, во-первых, хотелось бы поздравить вас и ваш коллектив с наступающим праздником, Днем медицинского работника. Это ваш профессиональный праздник. Да. Желаем вам здоровья, благополучия в семье, неиссякаемой энергии, неутомимого энтузиазма, так скажем, ну и достатка, материального благополучия тоже. Спасибо большое. Вот, ну, вашими основными пациентами являются люди, потерявшие зрение или имеющие нарушение зрения. А эти люди, в основном, многие ходят к нам. То есть это ваши постоянные пациенты, это наши люди, которые приходят к нам, участвуют у нас в коллективе в кружках, потом они посещают наши клубные мероприятия, поэтому мы к вам относимся с особым уважением, с таким почитанием. Вот, и благодарю вас за такой вот ваш благородный труд. Вот. И, пользуясь случаем, хотели бы вам задать несколько вопросов, если можно. Давайте. Как вы можете себя охарактеризовать в 2 словах? Ну, как человек я спокойный, честный, считаю, это самое главное должно быть в человеке. Жизнерадостный, люблю труд. Вот и все. Прекрасно. Способность, которой вы хотели бы обладать? Способность, которой хотел бы обладать, не знаю, наверное, каждый врач, может быть, хочет все знать и хочет все вылечить, чтобы не было таких болезней, с которыми мы бы не могли справиться. Наверное, вот этого хотелось бы больше. Когда вы решили стать врачом и почему? Врачом я вообще не планировал стать. Я с детства мечтал быть летчиком, поступал в летное училище, но не прошел по здоровью. И вот с тех пор я думал, ну ладно, раз я по здоровью не прохожу, пойду я буду врачом. Вот так вот я решил стать врачом. Какие вы сделали бы первые шаги в своей профессии? Какие они были у вас?
Первые шаги, как у всех начинающих, начинали работать с малого, с консультацией, учились, конечно, стремление было. Ну, я не знаю, вот первые шаги. И самое главное в начале, когда ты работаешь, это чтобы было огромное желание и все, и преданность профессии. Вот чего бы вы никогда не сделали в жизни? Ну, я не люблю предателей. Вот, наверное, не предал. Вот и все, ни при каких обстоятельствах близких людей. Да и не близких, без разницы. Что вы считаете самым большим счастьем или самым большим несчастьем? Счастье – это когда родители твои рядом, дети, когда радуют тебя. Когда все здоровы, это счастье. Ну, несчастье – это уже, конечно, не знаю, неприятности, наверное, какие-то. Несчастье – то, что когда тот же друг как-то тебя покидает там, или предает, это тоже несчастье считается. Ну, как бы так вот. Как вы проводите свое свободное время? Свободное время? Ну, каждые выходные обязательно мы с семьей ездим на природу. Это у нас как правило. По вечерам раньше в футбол играл, но сейчас уже возраст не тот, чтобы играть в футбол, но спортивные мероприятия посещаем. Сейчас, к сожалению, их, конечно, мало в связи с пандемией. Ну, теннис играем с ребятами по вечерам. На велосипеде катаемся. Книги читаем, когда есть свободное время. Все. Как начинается ваше утро? Вообще вот утро до рабочего дня? Утро у меня начинается рано. Я просыпаюсь в 6 часов утра. Зарядку делаете? Зарядку обязательно делаю. Ну, зарядку я делаю это последние 2 года. Сознательно делаю ее. Потому что зарядку и всем советую это делать, потому что это нужно для здоровья в любом случае. В 6 утра просыпаемся, как обычно, завтрак, зарядка, потом ребенка в садик и на работу. Здесь уже погружаешься в рабочий день. Современная офтальмология, она отличается от той офтальмологии, которая была лет 10 назад? Ну, конечно, отличается. Сейчас, во-первых, оборудование, оно не стоит на месте. Каждый год уходят новые томографы, новые лазерные установки, новые методы лечения уже осваиваются. Если когда-то с катарактой человек лежал там 10 дней, 7 дней, 4 дня, я помню, сейчас уже все это амбулаторная операция считается. Лазерная коррекция зрения, но тоже был один метод, там 2, а сейчас уже их уже несколько методов. То есть офтальмология не стоит на месте, она идет вперед, как и все, наверное, сферы. Можно ли человеку, потерявшему совсем зрение, надеяться на то, что вот на восстановление зрения, например? Ну, это все-таки зависит от диагноза в первую очередь, наверное. Если врожденная патология, где уже и медицина не в силах что-то сделать, тогда да, там ничего не сделаешь. Но если катаракта у человека, то все возвращается. Зрение можно вернуть при катаракте, при демофтальме можно вернуть уже. Как бы, демофтальм – это тяжелое заболевание, раньше считалось. Сейчас уже современные методы лечения позволяют это оперативным путем быстро решить. Что бы вы посоветовали молодым людям, выбравшим профессию врача? В первую очередь нужно быть преданным этой профессии. Если человек выбрал эту профессию, я думаю, большинство из них, они уже пошли как по призванию. Во-первых, преданность и развиваться, бесконечно развиваться, а пределу развития нет. Вот основные пожелания молодым врачам. Мы поздравите, наверное, пользуясь случаем, поздравите своих коллег. Да, своих дорогих коллег я поздравляю с наступающим Днем медика. Желаю всем
прежде всего крепкого здоровья, благодарных пациентов, счастья, мирного неба над головой, чтобы наш труд действительно оценивался по достоинству. Спасибо вам большое. Не за что. Вы дарите здоровье очень многим, ведь мало кто ни разу не болел. И вы, врачи, для нас как будто боги. И, к счастью, не на небе, на земле. Спасибо вам за то, что нас спасая, вы трудитесь без отдыха и сна. Пусть ваш энтузиазм не угасает, и пусть в душе всегда цветет весна. Тополя, город мой влюбленные, на пути деревца, деревца зеленые, беспокойной весной вы шумите листвой, и не спится вам вместе со мной. Тополя, тополя, беспокойной весной вы шумите листвой. Тополя, тополя, и не спится вам вместе со мной. Растем и старимся, но душою любя, юными останемся. И как юности вдруг вы уроните пух на ресницы и плечи подруг. Тополя,
жұмысты шаршамайсың жездеке 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 уақытым жоқ анаға уақытым жоқ балаға риза қылып өтем деп ойламайсың апаңды қалың ойлап достың жайын ойлап жұмыстың шаршамайсың жездеке қалың ойлап достың жайын ойлап жұмыстың шаршамайсың жездеке 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 келем десең кешігіп апам отыр кешіріп сөзге құлақ салмайсың тойдан бірі қалмайсың қалың ойлап достың жайын ойлап жұмыстың шаршамайсың жездеке 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 Смерть не хочет щадить красоты ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у нее на пути люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах. Вот опять у нее на пути, и дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуться к постели твоей. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах у постели склонились твоей. Сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсанбата отнимали у смерти слепой. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняют от бед люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, твою жизнь охраняют от бед. Вечный подвиг он вам по плечу, ваши руки бессонные и святы, низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
халатах, люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.